Не запинайся уже. Сегодня... Да вы что, ребята, издеваетесь, что ли, не пойму? Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите новости нашего города. И в этой передаче мы как... Че, у нас компьютер не работает? Не работает. А чего не работает? А чё ты мастера не позвал? Так сам не мог сделать, что ли? Не мог, ты мне деньги за это платишь вообще, нет? Ты мне вообще деньги не платишь? Так я тебе сказал, я тебе завтра отдам. Завтра отдам. Ты мне это завтра уже третий месяц говоришь. Задолбал ты уже. Ты будет тебе зарплата? Если не завтра, то через месяц по-любому. Продолжаем. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите новости нашего города. И в этой передаче мы, как всегда, раздуваем всякую фигню. А сегодня... Да не запинайся ты уже, а! Ты можешь себя нормально вести? Я тебе сказал нормально, зарплата будет тебе через полгода. Компьютер тоже починю через полгода. Чтобы завтра было. Чтобы завтра зарплата была. Кстати, у нас есть группа ВКонтакте. Можете зайти туда и написать всякую фигню. И первый наш сюжет подготовил нам сам Дамир. Смотрим. Тоже экран будет, да? Я-то откуда знаю? Ну, экран-то можешь поставить вот сюда вот? Нет. Ты мне не платишь. Вот же работа. В 2017 году граждане Российской Федерации ввели запрет на курение в общественных местах. Несмотря на это, нашлись умельцы, которые решили обмануть систему путем ношения кальяна с собой. На первый взгляд, это может показаться некомфортным. В то же время статистика показала, что курение кальяна спровоцировало резкий рост спроса на лекарственные препараты, что в свою очередь привело к спонтанному пополнению бюджета нашей страны. Стоп, что ты несешь? Какой кальян? Ну так ты же сам сказал, раздуй какую-нибудь тему. Я и раздул. Так кальян так-то тоже запретили. Раз такой шибко умный, бери он сам и придумывай, ладно? Мне за это никто не платит. Ну, блин. Спасибо, что посмотрели этот сюжет. И, кстати, досмотрите это видео до конца. У нас там конкурс будет. На конкурс-то денег хватит, нет? У нас есть что-нибудь? У тебя вообще денег нет. Ты нам зарплату уже давно не перечисляешь. Как отбой с конкурсом можете прямо сейчас вырубать, смотреть не надо. Если честно, я удивлен, то, что вы до сих пор нас смотрите. А теперь новости политики. Недавно прошли митинги. Что ты делаешь? Зарплату забирает. Зарплату заберет? Так я же сказал, да монитор-то оставь хотя бы, что ли. Ну, зарплату. Игрушку тоже забери за мою зарплату, а? Че, ребята, издеваетесь, что ли, я не пойму? Деньги будут, отдам. Итак, новости политики. Фантик ты что взял? Сегодня... Да вы что, ребята, издеваетесь, что ли, не пойму? Нет. Ты над нами сколько издевался? Новости политики. Дай. Итак, мы никогда не шутили про политику, не шутили про Путина. И сегодня как раз тот момент, когда можно пошутить над Путиным. Так вот...
Ребят, я не про Путина хотел пошутить. Ты моя жена. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Тебя это не коснулось, так это пока.